В Башкортостане выпала в среднем по республике трехмесячная норма осадков, а в некоторых районах и шестимесячная. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Узнаем, какой же прогноз ожидается на ближайшую неделю. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Александр Лопухов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня вот такие вот, знаете, даже для обывателей это очень... ужасающие, не говорю, но устрашающие цифры, когда выпадает трехмесячная норма осадков, а в некоторых районах и шестимесячная. Помните такое? Вот было вообще когда-нибудь на памяти? Ну, я могу сказать, что вот как раз по уровню поступающей воды на Павловском водохранилище такие же объемы наблюдались 60 лет назад, в 1964 году. То есть за 60 лет такого не было. С чем это связано? Это все проливные дожди. Проливные дожди, да, основная масса это не только те дожди, которые проливаются у нас, но и у наших соседей. Ведь из Челябинской области к нам тоже вода идет, там, через реку Ай, например, да, через Юрюзань идет. И все это попадает потом в наше водохранилище, соответственно, и усугубляет ситуацию. Но на сегодняшний момент мы контактируем с нашими коллегами из соседних субъектов, отслеживаем ситуацию и у них, и у нас. Налажен контакт по сбросу и наполнению водохранилищ. Как только происходит сброс, мы, соответственно, своевременно оповещаем население, проживающих в зоне вероятного подтопления. Я хочу акцентировать внимание на именно подтоплении, а не затоплении. Александр Сергеевич, вот мы только что сказали, в сводках передают о том, что трехмесячная норма осадков, а в некоторых районах и шестимесячная. О каких районах идет речь? Давайте вспомним. Ну, в основном это районы Зауралья. Это у нас Абзелиловский район, Учелинский район, Баймакский район. Вот это как бы основные районы, которые приняли на себя такой основной удар. Они раньше всех стали у нас подвергаться именно такому массированному водяному потопу. Какая сейчас там обстановка, какая ситуация? Ну, в частности, мы рассказывали о том, что в Учелинском районе деревня Мулдашево, населенный пункт оказался отрезанным. Сейчас удалось ли восстановить? Там будет ремонтироваться мост. На сегодняшний момент там ситуация нормализовалась. Я хочу сказать, что как только появилась информация о том, что населенный пункт отрезан, то есть отрезано дорожное сообщение, мы незамедлительно направили туда республиканских спасателей, которые там дежурили на все время, пока это было необходимо. Оказывали помощь населению. Были случаи, когда вот ребенок у нас там, астматик, потребовалась медицинская помощь. Спасатели его переправили на, так скажем, большую землю, где подъехавшие бригада медицинской помощи оказала ему соответствующую необходимую помощь, и ребенок был возвращен родителям. То есть везде, где необходима была помощь вот этим отрезанным населенным пунктам, везде были спасатели республики. Сейчас, на данный момент, в том же самом Мичуринском районе, вот о реке Ай, о которой я говорил, за прошедшие сутки уровень воды снизился на 20 сантиметров. Вот такая тенденция уже наблюдается к снижению, хотя пока еще уровень воды превышает выход реки на пойму на 30 сантиметров. Ну, будем надеяться, что потихонечку сойдет. И сейчас такая тенденция изменения уровня воды в реках разнонаправленная. Например, в Уфе она увеличилась на 9 сантиметров, достигнув там уровня 338 сантиметров. При выходе реки на пойму 6 метров. Поэтому угрозы городу Уфе, как это во многих соцсетях пишут, что прямо, можно сказать, всемирный потоп, ее на сегодняшний момент нет и в ближайшее время не будет. А что касается Бурзянского района, вот тоже писали, что там оползень случилась. В Бурзянском районе произошла ситуация, когда из-за обильных осадков почва на открытых участках, на склонах, она под собственным весом не выдержала и сползла на дорогу. То есть это был буквально 15-20 метров длиной засыпанный участок, высотой 1,5 метра. Приехавший экскаватор буквально в течение 3-4 часов расчистил участок, и дорожное сообщение было восстановлено. Угрозы сейчас нет, но администрация района в качестве превентивной меры сейчас рассматривает необходимый перечень мер именно на укрепление этого участка, чтобы в дальнейшем такая ситуация не повторилась. Прогноз погоды на ближайшие дни какой? До 15 августа такой характер погоды сохранится? Башгидромет предупреждает, что дожди будут,
Дожди будут, может быть, не такие проливные, но в большом количестве. Поэтому пока что прогноз неутешительный, воды у нас будет много. Александр Сергеевич, а как вот быть с этим? Как готовиться жителям? Да? В каких районах особенно может быть опасная ситуация? Как быть? Стоит ли готовить уже тревожный чемоданчик? Или это уже из меры, из ряда вон выходящая, скажем так, и не такая востребованная? Ну, как правило, люди, которые построили свое жилье или имеют жилье в таких зонах традиционного подтопления, весенний паводок, во время весеннего паводка они постоянно, у них придомовые территории подтапливают, поэтому они уже все знают свои риски, знают, где находятся пункты временного размещения, их информируют своевременно. Я хочу сказать, что единственную большую тревогу вызывают туристы, которые любят отдыхать в дикой природе. Бывали случаи, когда люди подъезжали к реке, устанавливали автомобиль непосредственно около воды, палатку, уходили, приходили, а машину уже смыло, потому что подъем воды может быть и незначительный, там на 20-30 сантиметров, но имущество могло унести. И, соответственно, это тоже может быть опасно для самих людей. Поэтому им особое внимание необходимо обратить. Не надо устанавливать свои палатки и загонять машины на полуостровы, которые тоже может подтопить и отрезать от, так скажем, большой земли. Ну и во всех случаях, если вы попали в трудную ситуацию, звоните 112, и спасатели к вам незамедлительно приедут. В этом году были такие случаи, когда смыло палатки с туристами, машины? Были, но мы о них узнавали уже потом, когда нас перед фактом ставили те незадачливые туристы, что вот их имущество уплыло. Слава богу, что это не закончилось трагически. Ну вот сплавы тоже не рекомендовали спасатели, сотрудники МЧС, однако некоторые туристы все же отправились. Вот сейчас сохраняется такая тенденция, что не стоит сплавляться? Да, такая тенденция сохраняется. Во-первых, потому что сейчас вот этим потоком воды могло принести деревья утонувшие, да, в те места, где их никогда не было. Вода мутная, ничего не видно, берегов не видно. То есть люди просто не могут даже сориентироваться в реальных размерах реки и заплыть туда, куда не нужно заплывать, где их, так скажем, плавсредству что-то угрожает. Поэтому это достаточно экстремально пользоваться данной ситуацией и, так скажем, выезжать на отдых такой экстремальный. Ну и сейчас я правильно понимаю, что и в леса тоже не рекомендуется надолго уходить, тем более, когда и такие проливные дожди, и заблудиться можно достаточно быстро. Да, во-первых, видимость плохая. Во-вторых, все-таки, как сказать, леса, они и в нормальную погоду-то у людей, которые, например, приезжие, у них могли возникнуть большие трудности. У нас все равно каждый день теряются люди в лесах, слава богу, находятся. Это, как правило, грибники, любители такой тихой охоты. Я просто хочу порекомендовать тем, кто все-таки собрался в лес, невзирая на такую погоду, взять с собой телефон сотовый заряженный, если необходимы лекарства какие-то, которые они принимают, и хотя бы минимальный продуктовый набор, так скажем, чтобы можно было какое-то время обойтись без посторонней помощи. Александр Сергеевич, а если сейчас, памятуя о прогнозе погоды, что до 15 августа как минимум продолжатся дожди, ваш прогноз уже как представителя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, ожидается ли подъем воды в реках, повышение уровня? Подъем в реках будет, и будет спад, потому что это такая динамика, понимаете, очень сложный механизм, это водотранспортная такая инфраструктура, от многого зависит. Например, в Челябинской области открыли шлюзы. Через 4 дня у нас в реке Ай вода поднялась, понимаете? Плюс еще дожди, соответственно, ситуация усугубилась. Поэтому пока идут такие обильные осадки, уровень будет колебаться, что вверх, что вниз. Александр Сергеевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какая у нас ситуация в связи с дождевым паводком, который внезапно наступил у нас этим летом. Надеюсь, что дождевой паводок все-таки закончится, и наши аграрии, которые больше всего страдают в данной ситуации, смогут заняться уборкой урожая. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.